Казалось бы, известная мудрость «не говори гоп, пока не перепрыгнешь» обошла стороной кремлевскую пропаганду. Старт аппарата «Луна-25» сопровождался волной восторга по поводу такого долгожданного космического прорыва. Телеканал «Царьград» радовался. Русский сенсационный проект «Луна-25» смог напугать Германию, США и порвать Украину, у которой прибавилась еще одна фобия. В новом выпуске эта пропаганда сломалась. Сравниваем нарративы пропаганды до и после неудачи с аппаратом «Луна-25». Ставьте этому видео лайк. Поехали! В ответ на сомнения Deutsche Welle в успехе миссии Царьград заявили: Интересно, что напишут немецкие пропагандисты, когда русская станция все-таки прилунится? А российский пропагандист Андрей Медведев в своем телеграм-канале разместил вот такую иллюстрацию. «Взмывает в небо за моим окном непобежденная страна». Но круче всех оказался белорусский пропагандист, или, как его называют на Гос-ТВ, международный эксперт Вадим Елфимов. Если мы спустя 50 лет отправляем в дальний космос к природному спутнику Земли автоматическую станцию, то все это говорит только об одном. Мы снова на звездном коне. И мы снова впереди американцев. А они страшно нас боятся. А когда-то боялись панически. Вадим, видимо, застрял в текстурах и забыл переписать сценарий к своему видео. Потому что эта пламенная речь звучала уже 21 августа, через 2 дня после крушения аппарата «Луна-25». И вот после 30 лет безвремени, безверия и почти запустения космическая отрасль возрождается. До сих пор мы были лишь космическими извозчиками для американцев. Но теперь Россия и Беларусь совместными усилиями творят космический ренессанс. Ренессанс фееричный, ничего не скажешь. Не нужно Луну трогать, писал философ Александр Дугин 14 августа, но его никто не послушал. После неудачи телеканал «Царьград» был уже совсем не так резок в высказываниях. Космос может быть непредсказуемым, но из-за одной неудачи нельзя отказываться от всей лунной программы. А телеканал «Разведдозор» взгрустнул. Это мощный удар по научно-техническому авторитету России и, самое главное, в отношениях с Китаем. Россия является младшим партнером Китая в его лунной программе и надеется на совместные проекты. Националистический телеграм-канал «Русич» язвил по этому поводу. Совет политикам: не стоит замахиваться на Луну, если ты не способен взять хотя бы Авдеевку. А депутат Госдумы Михаил Медведев недоумевал, как это такому событию не нашлось места в новостях на федеральных каналах. Хотел послушать про гибель Луны-25, первого за 50 лет аппарата, отправленного нашей страной на Луну. И вот, важнейшей новости в новостях места не нашлось вообще. СМИ в России перестали быть источником информации. Только пропаганда и интерпретации новостей ради пропаганды. Проект «Луна-25» провалился, значит, в новостях ни слова. Зато есть сюжет про сломавшийся самолет министра Германии. Короче, не зря я не смотрел телевизор много лет. Возмущается депутат. А вот философ Александр Дугин, который скептически высказывался обо всей этой затее, еще с большим скепсисом высказался о ее результате. То, что упал аппарат «Луна», еще не фатально, на краю гибели, ведь русская земля. Не очень оптимистично. Гонка за лидерство в покорении космоса – вопрос геополитического престижа и влияния. Как бы пропаганда ни старалась, Россия эти соревнования проигрывает. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте этому видео лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.